Ассаламу алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Итон Мизаев. Лесное хозяйство. Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Машол. И сразу, переходя к нашему разговору, давайте начнем беседу с коллектива. Сегодня сколько сотрудников в штате вашей организации? Какой объем работы выполняется на подведомственной территории? Вот такой вот первый вопрос. Прошу. Так как мы сейчас сегодня речь идет именно о направлении лесное хозяйство республики, министерством общая численность министерства 570 человек. Из них, которые на сегодняшний день заняты именно по направлению лесное хозяйство, 426 человек. Из них 318 человек – это в 15 районах лесничества, специализированное автономное учреждение Чеченский леспожарный центр и государственное автономное учреждение Чеченское лесное хозяйство. У каждого есть свои направления. Лесничество выполняет именно функции контроля, надзора. Да. И лесопожарный центр выполняет мониторинг пожарной опасности леса и тушение лесных пожаров. У вас своя пожарная охрана? У нас свой леспожарный центр. Мы полностью укомплектованы штатами, техникой. И с 2019 года, благодаря реализации федерального проекта по поручению президента страны и Федерального агентства лесного хозяйства, Минприроды России, нам удалось все-таки достичь именно планку обеспеченность леспожарной техникой. На сегодняшний день леспожарный центр 100% укомплектован леспожарной техникой. Мы получили и леспожарные малогабаритные патрульные комплексы на базе «Урал», на базе ЗИЛ-131. И полностью все работники, они с 4 марта 2026 года открыт пожароопасный сезон на территории республики. Министром природного ресурса, приказом министра природного ресурса охраны окружающей среды Чеченской Республики Абдулазизова Шарпуди Шерваневича. Ну, мы об этом еще поговорим. А пока расскажите более подробно о структуре управления лесами. Вот, и продолжение вопроса. И какая самая ответственная должность у вас? Должность, я считаю, на сегодняшний день ответственная должность, любая должность, в плане которой, именно ответственная должность, которая ложится на плечи лесников, это охрана леса. Охрана леса – это самая ответственная, важная должность в вашей структуре. Да, это те, которые выполняют именно на местах, это участковая служба, мастера леса, ну и все, которые непосредственно возлагается эта функциональная обязанность, которая входит охрана леса. Здесь и главный показатель охрана леса. Ну и помимо этого мы дальше остановимся. Есть приоритет и лесовосстановление, охрана, защита. Ну, конечно, поговорим об этом. Поговорим. Вот а пока еще раз скажите мне, объем лесных угодий Чеченской Республики. Объем, площадь лесного фонда на сегодняшний день в республике у нас 352 тысячи гектаров. Из них покрытая лесом площадь, имеется в виду насаждение, покрытая лесом 322 тысячи гектаров. Тут и есть и сенокос, и пастбище. Все есть туда не входит? закрыто, все входит туда. Это 15 лесничеств, 15, вы сказали? Да, и они все распределены по 15 районам республики, начиная с Итомкалинского района и заканчивая Щелковским районом. Это для нашей республики достаточно, мало, да, много? Это лесной фонд, который исторически сложилось. После проведения лесоустройства на сегодняшний день мы работаем именно на площади 352 тысячи. Под охраной находится 352 тысячи гектаров площади. Но это для нас достаточно. Достаточно, для да. республики. А что значит лес для вас? Насколько вы с ним связаны? И продолжение вопроса. Какие изюминки в лесном хозяйстве региона вот вы могли бы выделить? Я бы остановился даже на таком вопросе. Лес для меня это на самом деле это народное достояние. Мы все знаем, лес это народное достояние. Но мы приверженцы именно... Как говорится, легкие планеты. Легкие планеты, это да. Потому что у нас 35% насаждений, буковые насаждения, которые занимают предгорье и горных районах. У нас очень ценные породы. Дуб, бук, ясень, клен. Это те, которые реально носят ценный характер. У нас все леса
носят категорию защитности, защитные леса. Поэтому для меня это каждый день, потому что то, что нас связывает, работников лесного хозяйства, ежедневно наша работа, это связано с нашим богатством, достоянием лесного хозяйства. А у нас есть такое понятие заповедный лес? У нас есть особо охраняемые природные территории. Это одно и то же? Это одно и то же, только у нас особо охраняемые природные территории есть, это без изъятия земель лесного фонда, они именно базируются на площадях лесного фонда, особо охраняемые памятные территории. У нас для этого есть ООПТ, который непосредственно, это структура есть. В структуре есть министерство, особо охраняемые природные территории, есть ООПТ, который непосредственно занимается координацией по охране, именно по особо охраняемой природной территории. А как у нас с вырубкой леса? У нас, Такой вопрос возникает я скажу такое. в вашей работе? Субъект, где нет незаконной рубки, я считаю, субъект не работает, если нет незаконной рубки. Но в наших условиях, я скажу одно, что практически после того, как проведены последняя газификация прошло в Шаройском районе, это селение Кинхи, там в основном больше проживает население. Буквально 2 года назад мы ежегодно им выделяли именно дрова для отопления, для топки. Сейчас этот процесс тоже сняли. У нас проблемы с незаконной рубкой леса, как такой в масштабах нету. Если даже в течение, на сегодняшний день у нас 12 случаев незаконной рубки, это максимум, самый больший, если по статистическим данным, которые мы отчеты отправляем и Южно-федеральный округ, и Федеральное агентство лесного хозяйства, до 10 кубов даже не превышает. То есть получается, что газификация республики спасла наш лес? Да, не то, что спасла, но практически сейчас и реализация нет. Незаконной рубки нету. Но у нас нету, я и говорю. Незаконной рубки нету. Практически нету, можно сказать. Если... Потому что сейчас везде условно человек, организации, предпринимательские деятели, которые захотят работать именно с рубкой лесонасаждений, у нас есть несколько индивидуальных предпринимателей, арендаторы, которые имеют большие площади и занимаются заготовкой древесины. Все строго по закону. Все строго по закону. Это для нас приоритет, потому что это входит в рейтинг субъекта. Для нас доводится план ежегодно с Федерального агентства лесного хозяйства, и эти планы мы обязаны, согласно лесного плана республики, который утвержден главой Чеченской республики Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым, это у нас, это мы придерживаемся строго. Есть регламент каждого лесничества, есть регламент отведенной рубки, любой вид пользования, любого вида именно те, которые запланированы и которые именно разрешено в заготовке древесины. И тогда вот такой вопрос. Смотрите, как не включишь телевизор в последнее время, там сообщения о лесных пожарах в разных регионах страны. Как у нас обстоят дело с этим? Очаги каких-то пожаров есть у нас, на территории республики? У нас с 2014 года на территории лесного фонда не зарегистрирован ни один лесной пожар. Минуточку. Не зарегистрирован ни один. С какого года? С 2014 года у нас нет ни одного пожара лесного, именно на лесном фонде. И это так? Это так, потому что... А с чем это связано? Вы хорошо работаете? Это знаете, с чем связано? Это своевременный мониторинг, это своевременное проведение профилактических мероприятий, это своевременное проведение лесохозяйственных мероприятий. В этом году, 4 марта на территории Лесного фонда республики приказом министра природных ресурсов Шарпуди Ширванич Абдулазизом подписан приказ и открыт пожароопасный сезон на территории Лесного фонда. С этого времени у нас работает круглосуточная диспетчерская служба, которая мониторит термоточки. Да, термоточки, они появляются, но это понятно, они без этого не бывают, потому что космос работает 24 часа, и они выявляют, даже условно, если он у себя по дворе где-то, даже мусор, если даже условно сжигает, зафиксировали. Да, и термоточки появляются. Но у нас на протяжении нескольких лет в субъекте остается проблема, она сейчас снижается, эта проблема, это связано с ландшафтными природными пожарами. То есть эти, допустим, альпийские луга,
осенне-зимний период нам проблемы создает это горные. Где человек не виноват? В основном В этих это, пожарах? это фактор, человеческий фактор. В основном 90% возникновения пожара – это человеческий фактор. Вы знаете, у нас очень много, сейчас у нас логистика, у нас хорошие дороги, Галанчевское направление, Ведучинское направление, озеро Кизинуан, везде у нас дороги, все. И сейчас все пытаются, допустим, Выехать на природу, отдохнуть, то, шашлычки всё. Да. там. А здесь, знаете, и климатические условия тоже разные. Хотя субъект один, но факт то, что, допустим, горно бывает, допустим, если здесь температурный режим, там бывает и резко, и день несколько раз даже погода меняется. Но в основном это оставленный до конца непотушенный костер, тут же ветер. Мы с этими случаями сталкивались. Это очень трудно, Очень, да, залить очень костер. трудно. Это очень трудно, да, залить Потом, костер. и потом эти проблемы возникают. Потом отдать должное администрации района, КЧС по республике, Главное управление МЧС по Чеченской республике. У нас тесное взаимодействие со всеми органами. Взаимодействие есть. Я Насколько это важно? Это важно для того, чтобы условно любой район, где бы ни было, у нас есть комитет по чрезвычайной ситуации, у них везде базируются в каждом районе свои пожарные. И они в случае возникновения пожара мы не ждем. Хотя в ночное время суток не имеем права тушить пожары, мы сталкивались даже, чтобы не было перехода огня к лесному фонду, мы вместе с группами выезжаем. А почему ночью нельзя? Вот нельзя, интересно. это нарушение правил пожарной безопасности. Ага. Не дай бог, там человек может за задымление попасть или задохнуться, мало что бывает. Поэтому только дневное время суток. Кто главный враг леса? Кто виноват в лесных пожарах? Вот не могли бы вы рассказать и о других угрозах, кроме пожаров, которые существуют для лесов? Главный, вот как бы вы так сказали, главный враг леса условно, да, допустим, любой человек, любое существо, те, которые наносят ущерб, будь для природе, это, я считаю, это, и как бы вы сейчас выразились, это врагами, можно сказать. Но в основном это человеческий фактор. Все-таки человеческий фактор. Это сознание человека, если он условно выехал в любое направление республики, если мы возьмем, фактор человеческий, потому что нам сам по себе пожар не возникает, а в лесу тем более. Пожар возникает с сопредельной территории. Вот, и там, допустим, потом начинается там собственник, не собственник. Главное, у каждой земли есть своя категория, есть свои собственники. И если каждый человек на своем месте будет заботиться о своем земле или госхозы, собственники земли, чтобы он, если, допустим, уже основная причина, вот весенний, летний период, это во время уборочной кампании, а осенне-зимний период, это уже наши альпийские луга. Поэтому стараемся. Вот сегодня мы знаем, у нас в еженедельном режиме проходит заседание Федерального штаба по координации деятельности тушения лесных пожаров. Проводит Федеральное агентство лесного хозяйства, авиалесохрана и Южный федеральный округ. А какие механизмы предупреждения данного бедствия в лесах вы используете? До нас доводится, мы ежегодно проводим профилактические мероприятия, именно лесохозяйственные мероприятия по охране леса. Это строительство дорог противопожарного назначения, это реконструкция дорог противопожарного назначения, это само устройство противопожарных минерализованных полос, прилегающей территории, на территории свои лесного. посты. Да, совершенно, да. И у нас 75 маршрутов, которые мониторит лесопожарный центр. Маршруты, это как понять? Маршруты, то есть условно... Есть туристические маршруты, спортивные, это маршруты, это лесные маршруты, это именно профильные маршруты, которые по каждому, вот лесопожарный центр, 75 маршрутов, которые они работают в ежедневном режиме, в зависимости от класса пожарной опасности. Вот теперь понятно, теперь понятно. Вот сегодня у нас, условно, в некоторых районах 4-й класс пожарной опасности, есть там методика, свои часы, потому что есть техника, мы обеспечены, оборудованы, поэтому и на протяжении... Оборудование есть, техника есть, все есть. Всем обеспечим. Мониторит сегодня, на сегодняшний день, проблемы для нас не составляет. Абсолютно нет. У вас нет проблем?
Ни в чем? В данное время именно по мониторингу проблем нет. Слушайте, вы меня удивляете. Хорошо, давайте продолжим разговор о нарушениях. Много ли нарушений законодательства выявлено государственными инспекторами, вашими работниками в этом году? На сегодняшний день у нас именно по государственным лесным инспекторами проводятся профилактические мероприятия в плане патрулирования лесов. У них именно это прописано в своих регламентах, они прописаны должностные регламенты у них, и у них на сегодняшний день это патрулирование лесов. Есть в каждом лесничестве свои маршруты. Лесные инспектора, у них есть отведенные часы, есть время, это ежедневная их работа. Мы именно лесопатрульную технику на протяжении 4-5 лет, и в этом году, включая и 26 год, получили 4 автомобиля Нивы высокой проходимости. И также мы каждый год с 2019 года практически 70% у нас обеспечены техникой, именно лесопатрульной техникой. Но вы знаете, техника, которая работает в горах и предгорьях, у нее износ – это не то, что равнина в города, которые ездят. Да, поэтому нам идут навстречу. В этом понимании у нас мы всегда достигаем. И при защите бюджетных проектировок руководство Федерального агентства лесного хозяйства и всегда идут навстречу. Нарушений много фиксируют? Нарушений абсолютно. Я даже сегодня назвать эту цифру, может, мне никто не поверит. Но факт У нас нет нарушений? У нас факт то, что у нас 10 кубов не превышает незаконная рубка лесных насаждений. То есть все введено правилам заготовки древесины. Снимаю этот вопрос. Я вам верю. Снимаю этот вопрос. Смотрите, задача работников леса не только защищать, но и восстанавливать лес. Совершенно верно. Правильно? И как у нас с этой работой? У нас на сегодняшний день, с 2019 года, на территории республики, также по всей России, реализуется федеральный проект сохранения лесов. Это главный приоритет восстановления лесов. После проведения лесоустройства на территории республики, ее не было с 1983 года. Нам удалось все-таки достичь этих результатов, и мы провели полное лесоустройство на территории лесного фонда республики. То есть определили качественно, количественно и так далее характеристики насаждений. И нам определено на сегодняшний день план, вот то, что ранее я говорил, есть лесной план республики. Согласно лесному плану, ежегодно мы защищаем объемы лесовосстановления. Туда входит содействие естественного лесовосстановления 700 гектаров, 20 гектаров искусственное лесовосстановление, то есть путем посадки сеянцев, саженцев открытой корневой системы. Есть комбинированное лесовосстановление, то есть более, чтобы жителям понятно было, это комбинированное лесовосстановление проводит на тех участках, где слабо обеспечивается естественный подрост. И есть лесоразведение. Всего мы выполняем в год 790 гектаров. И в этом году у нас такой объем. И было это как бы нами самим, как министерством, как орган исполнительной власти, использовать именно степные зоны, это Наурское лесничество. Мы с 2019 года высадили там более 200 тысяч саженцев, сеянцев белой акации. И сегодня вот смело могу сказать, что именно где мы высаживались, именно сеянцы белой акации, там очень хорошая приживаемость. Но скажу одно. В этом году, как нам всем известно, вот у нас были оползни, ливни, сильные дожди с 27 марта. У нас пострадали и были затоплены большие площади. Но насаждение имеется в виду. Вот это именно вот затеречная зона, Шелковской район был, Грозненский район, часть Гудермесского района. У нас в этом году затопило более 70 гектаров лесные культуры. Над этим мы работаем. Есть филиал Центр защиты леса в республике, который тесно мы с нами взаимодействует. И вы будете восстанавливать? Да, и мы, филиал Рослесозащиты, они уже проводят мониторинг и
они дают анализ, и после этого уже заключение выносит федеральное агентство. Как бы мы в тесном контакте работаем с центром филиал, центр защиты. Главное, что те районы будут восстановлены. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, актуальный разговор. Спасибо вам за этот разговор. И вот такой последний вопрос. Смотрите, у нас 15 лесничеств. 15 так? лесничеств, Я правильно да. понял? Штаты у вас все закрыты. Все закрыты. Откуда кадры? Вы их сами взращиваете или направляете на учебу, или сами их учите? Вот У нас там же тоже свои законы, совершенно свои верно, да, инструкции. это больной вопрос на сегодняшний день именно в лесном направлении. Не то, что в субъекте, по всей России. У нас, к великому сожалению, сегодня именно профильные специалисты, которые заканчивают вузы в лесном направлении, их практически мало. В последние годы практически нет. То есть к вам не идут после... У нас здесь и нету именно вот это направление. Здесь нет? У нас дома нет? Нету, да. Это у нас вузы Новочеркасский, Воронеж. А оттуда к нам не идут? По крайней мере, ближайшие 2-3 года никого не было. Ну а так наши, которые заканчивают экологическое направление, агрономическое направление, и которые наши вузы заканчивают, и сегодня работает несколько специалистов, которые, можно сказать, адаптировались и как бы освоили именно специальность. У нас, потому что я скажу вам, уважаемые ведущие, что это, знаете, это узкая специальность лесное хозяйство. Это равносильно, я бы сравнил бы даже как медицинское учреждение, как врачами. Потому что у каждого высаженного дерева должен быть свой уход. Ее надо восстановить, ее надо ухаживать, ее надо переводить. знать. И Всё. это надо все знать. Поэтому надо учиться. Но сегодняшний день, сейчас огромная работа ведется и в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Недавно здесь у нас к нам приезжали, были здесь и специалисты, именно руководители, которые непосредственно это направляют. Эта работа ведется, я надеюсь, в ближайшем, потому что леса должны работать, лес должен приносить прибыль, лес должен приносить доход, спелые перестойные насаждения должны вырубаться, молодые насаждения надо высаживать, и лес должен работать, над этим нам надо работать всем. Не именно лесное хозяйство, а всеми жителями, всем субъектам, потому что это наши легкие, это наша природа, мы должны беречь ее. Тут с вами трудно не согласиться. Спасибо. Я надеюсь, вот эту проблему, которую вы сегодня озвучили насчет кадров для лесного хозяйства, нас услышат. Будем и обратят надеяться. на это Да, внимание. будем надеяться. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. Да, Рейсхейл. Баркал. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Итон Мизаев. Друзья, лес – наше богатство. И это богатство надо беречь. Надеюсь, вы это понимаете. И самое главное, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.